Зарима Чуксаговна, что пригласили нас в гости. Расскажите о себе, как живете, чем занимаетесь? Чем занимаемся? В данный момент занимаюсь детьми. Сама по образованию, первое образование у меня медсестра медицинская. Проработала я 13 лет в реанимации детской. Вот. И заочно параллельно работала, училась в ТНУ на факультете психологии. Второе образование — психолог. Вы психолог? Да. Угу. Вот. И так, 3 деток у меня, 2 мальчика, двойняшки и девочка. Как зовут? Мальчиков Ариф Серкан, дочку Разия. Серкан, такое турецкое имя. Да. Так сложилось, что у мальчиков проблема с речью, с речевым развитием, поэтому мы интенсивно занимаемся их восстановлением всех их речевых навыков. Вот. И мы занимаемся с логопедами, дефектологами, занимаемся спортом. У нас Серкан ходит на тэквондо, Ариф занимается лечебной физкультурой. Помимо этого мы интенсивно рисуем, занимаемся творческой мастерской, ходим на несколько кружков во Дворец пионеров, на музыку. Несколько кружков — это сколько? Мне просто интересно. Вы уже назвали, мне рук не хватает. Я их перечислила. Умелые ручки и рисование. Два кружка у нас там. И музыка. Мне очень нравится вот это вот место. Кто это придумал? Это мой муж. Молодец. Вот. Это его идея. Очень хочется, чтобы мальчики росли спортивными. Вот. Каждое утро они здесь делают разминку, зарядку, бегают, занимаются, прыгают на батуте, на тренажере тренируются, пробежку делают вокруг. Места много. Моя задача максимально помочь своим детям, поэтому это моя работа. Возить их, отводить и дома заниматься. Обеспечивать то, чтобы они... Да, максимально вложить, да, что можно. Это задача вот нас, как родителей. Вот, и мы стараемся максимально это выполнить. Хорошо, у вас в вашем недельном графике есть какое-то время для себя? Немножко есть, конечно. Хочу вам сообщить, что у нас, скажем так, закрытие сезона, и, возможно, вам не повезло, потому что наши парикмахеры, они оторвутся по полной. Мы готовы. Приветствую, Зарима, очень рада видеть, наконец. Я знаю, что ваша подруга принимала участие в нашем проекте. И, насколько я понимаю, она рекомендовала вам также поучаствовать для того, чтобы взбодриться, так скажем, да, немножко эмоционально возродиться. И, конечно, вы ожидаете от нас, наверное, перемен в первую очередь. Да, Халида, так и есть. Хочется перемен, так глобальных, и с прической, и с цветом волос. Учитывая то, что у меня есть сложности с фигурой, хотелось бы от вас рекомендации, подсказы, как подбирать себе гардероб в дальнейшем. Да, сегодня мы обязательно поработаем над гардеробом, постараемся подобрать максимально комфортный для вас вариант, который будет и стройнить, и добавить динамики вашему образу, и, естественно, подойдет к тем переменам, которые мы сегодня запланировали для вас. Кристина, приветствую в нашем проекте. Сразу перейдем к делу. Лично мое впечатление, нашей героини, мне бы хотелось получить более светлый оттенок. Как мне кажется, он подчеркнет цвет ее глаз и вообще органично впишется в ее образ. И хотелось бы, чтобы это было практично. Может быть, чуть-чуть темно-русых корней. Что-то такое, в общем, свежее. Расскажите. Да, я с вами согласна. Хочется почистить цвет, сделать более светлое полотно, но оставить затемненный корень, для того, чтобы Зареме было комфортно. Да, при том, что у нее свой корень достаточно приятный, темно-русый. Я думаю, что он органично впишется в тот цвет, о котором вы говорите. Да, и поработать хочется с формой. Эта форма немного утяжеляет ее. Да. Нет объема, да? Нет объема, и хочется создать какое-то движение у лица. Отлично. Я ожидаю прекрасный результат сегодня. Я думаю, так оно и будет.
Я довольна результатом. Цвет получился таким, как я и планировала. Поработала с формой, визуально придав волосам плотности и объем. Приветствую, Сульбия. Наконец мы дошли до макияжа. Как мне кажется, у Заремы очень красивые черты лица, очень правильные, и цвет глаз очень красивый. И особого макияжа как будто и не нужно. Как вы думаете? Да, я с вами согласна. Зарема от природы очень красивая, и цвет глаз мне хочется подчеркнуть легким смоки. Абсолютно согласна. Мне кажется, большего и не нужно, да? Да, я думаю, что этого будет достаточно. Мы подчеркнули естественную красоту Заремы, сделали легкий лифтинг-макияж, добавили дымку на глаза для того, чтобы подчеркнуть глубину ее красивых глаз. Итак, творческий процесс подошел к концу, и мы готовы представить вам новый образ для Заремы. Новый образ от проекта Holiday Fashion для замечательной мамы и просто хорошего человека. Готовы? Да! Поехали! Настолько вот все подобрано со вкусом, и, не знаю, и прическа, и макияж, и одежда. Все настолько изысканно, просто нет слов. Сагулунас, Тимурбей, Халиде, Сагулунас. И все, кто вообще организаторы этого проекта, создатели проекта, молодцы, конечно. Человек преобразился полностью. Алия, Ильмаз, теперь хотим услышать ваше экспертное мнение. Ну, я сначала вообще не узнала Дудушку, она так преобразилась, у нее такая прическа красивая стала, макияж, и одежда хорошо подобрана. Я когда увидела ее, мне даже показалось, что это вообще другой человек. Зарема, я надеюсь, что сегодняшний день прошел для вас в очень приятной атмосфере, и вы на самом деле эмоционально подзарядились на длительное время. День прошел в очень приятной обстановке. Все мои переживания были напрасны, волнения. Вот, я с доверием отнеслась к вашему проекту, и это было не зря. Вы даже превысили мои ожидания. Мне очень все понравилось. Но я надеюсь, что вы будете прилагать усилия для того, чтобы этот заряд поддерживать в себе. Обязательно. Да? Потому что все начинается с вас. Да, сагулнус. И хочу сказать, чтобы женщины не боялись, женщины, девушки. Да, что их постригут, как меня. Все равно будут учитывать желания и женщины. Конечно, да. Спасибо вам. Героини. Спасибо. Отправляйте заявки на участие в нашем проекте, и мы найдем ваш индивидуальный и неповторимый стиль. И прощаемся с вами до следующих выходных. Халиде Челенгирова, Тимур Шукуров. Пока!